Разин заканчивал свою карьеру главным диспетчером Ленинградского речного порта. Был награжден государственными наградами и грамотами Министерства речного флота и Президиума Верховного Совета РСФСР. Орден Отечественной войны Красной Звезды, это он получил, когда был главным диспетчером дороги жизни. А уже вот орден Ленина и орден Октябрьской революции, ну и уже юбилейные, это уже получалось в советское время. Но это не носилось и не показывалось так. Где это не вычеркнутость никакой было. Это было и было. Отметив 60-летний юбилей, Леонид Георгиевич сразу уступил место молодым. Единственный человек в северо-западном пароходстве, проработавший на руководящем посту всю войну, спокойно перешел на более скромную должность и до последнего дня жизни на ней трудился. Именно так, как и его отец, царский офицер, он понимал любовь к родине. Любовь к своей семье, долг перед страной, перед каждым человеком в ней живущим. Так должны понимать ее и мы, глядя из нашего времени на историю 20 века. Добрый день, дорогие участники мероприятия. 27 января вся страна отметит знаковое событие Великой Отечественной войны. 80-летие полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944. 900 дней и ночей, но Ленинград жил и боролся. Ленинградское сражение охватило почти всю северо-западную часть страны и длилось более 3 лет. Голод и холод не сломили дух ленинградцев. Они сумели сохранить веру в победу и любовь к жизни. Среди нас сегодня в зале находятся дети войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны труда и ветераны боевых действий. «Я говорю с тобой под свист снарядов» — стихотворение Ольги Бергольц. Исполняет Брызгалова Саяна, студия художественного слова «Дебют» детского подросткового центра. Руководитель Светлана Кычкина. Говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда. Страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой неукротимый ветер в лицо мое закинутое бьет в бомбоубежищах. Уснули дети. Ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза. Бессонные ночи, тяжек день любой, но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад. И если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами рядом станут, и дети нам патроны поднесут, и над всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленное сердце, такое обещание даю. Я
Горошанка, мать красноармейца, погибшего под стрельней в бою. Мы будем драться с беззаветной силой. Мы одолеем бешеных зверей. Мы победим. Клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей. Неугасима память поколений и память тех, кого мы свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. Объявляется минута молчания. Для открытия торжественного мероприятия слово предоставляется министру труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елене Александровне Волковой. Жители блокадного Ленинграда, дорогие коллеги, дорогие гости, наши дети, ребята, молодежь. Сегодня мы этим торжественным мероприятием встречаем большой праздник. И это действительно праздник. Это 80-летие со дня снятия, полного снятия блокады Ленинграда. И вот сейчас молодая девочка, да, совсем наша школьница, да, и нельзя вот слушать вот эти стихи, проникновенные и болью, и надеждой, и любовью. Нельзя слушать без слез, наверное. И, наверное, можно, с другой стороны, гордиться тем, что у нас наши дети, молодежь так чувствуют вот этот момент, так чувствуют в действительности отношение нужное, правильное к родине, вообще к своему народу, к семье. И в этот день нам очень хочется действительно поблагодарить наших ветеранов. Ветеранов, сегодня вас, дорогие наши ветераны, что вы есть, что вы живете, что вы передаете. И всю историю правды о нашей стране, о том, какие это были годы, какой подвиг совершил наш великий советский народ. И поблагодарить всех тех, кого сегодня нет, всех тех, кто своим трудом, своим вкладом, своим подвигом нес и обеспечил великую победу. Хочется отметить, что сегодня и вся государственная социальная политика направлена на поддержку наших ветеранов. И мы весь этот год, 2024 год, и должны очень совместными такими усилиями, да, подготовиться к встрече уже в 2025 году, 80-летия нашей Великой Победы. Вот. Я призываю сейчас всех, и республика всегда очень сплоченно, организованно встречает вот этот великий праздник. Очень рада, что сегодня в нашем зале очень много молодежи. И дети, молодые люди, кадеты. Потому что очень важно сегодня сохранять историческую правду. И чтобы не только молодежь, но и вообще все мы очень правильно понимали, что борьба, она сегодня продолжается, и продолжается действительно за нашу землю, за нашу родину, за наш народ.
И это очень важно, тем более сейчас, когда проходит специальная военная операция. Сегодня здесь есть, я знаю, и ветераны боевых действий, которым мы сегодня также говорим слова благодарности. Это те люди, которые продолжают дело наших дедов по борьбе с фашизмом. Разрешите вручить награды специального организационного комитета, который создан в Санкт-Петербурге. И сегодня проводится большой всероссийский форум, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда, и на котором сегодня принимают участие две наших представительницы. Это и непосредственно жители блокадного Ленинграда, и представляют нашу республику. Организационный комитет направил в республику эти почетные награды. Почетный знак правительства Санкт-Петербурга в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручается жителям блокадного Ленинграда Захаровой Анне Петровне. Почетный знак правительства Санкт-Петербурга в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручается Припузовой Антонине Александровне. Почетный знак правительства Санкт-Петербурга в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручается Ушницкой Эльве Давыдовне. Почетный знак правительства Санкт-Петербурга в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручается Макушину Анатолию Сергеевичу. Почетный знак правительства Санкт-Петербурга в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручается Иванову Олегу Петровичу. Мы сегодня присоединились к акции «Память Ленинградской победы». Данная акция организована правительством Санкт-Петербурга в честь празднования полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в память о подвиге Ленинграда и о его защитников. Ленточка Ленинградской победы в точности повторяет цвета муаровой ленты медали за оборону Ленинграда и состоит из полос ткани двух цветов: оливкового, символизирующего победу, и зеленого, цвета жизни. Слово предоставляется заместителю правительства Государственного собрания Тюменской Республики Саха-Якутия, председателю постоянного комитета по делам военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросам патриотического воспитания и общественных организаций Александру Григорьевичу Подголову. Добрый день, уважаемые ветераны, дорогие горожане,
но горожане, молодежь тоже является горожанами. В этот день хочется еще раз сказать спасибо вам за то, что вы сделали 80 лет тому назад. Благодаря вам существует наша страна. Мы живем под голубым чистым небом. Мы занимаемся своими делами. Мы учимся, работаем, отдыхаем, веселимся, радуемся. И это все благодаря вам. Наверное, по большому счету, мы очень нередко не только то, что говорим, а, наверное, очень редко делаем те дела, которые бы доказали нашу любовь и нашу озабоченность в том, что, может быть, мы вас не до конца доносим, наше уважение и любовь. Потому что, когда представить, что вы, только задумайтесь, 125 грамм хлеба в день, притом не такой хлеб, который мы сейчас едим, а который смешанный был. Когда стояла зима чуть ли не как в Якутии, и вы это все выдержали. По большому счету, найти слова, чтобы вам сказать то, что вы для нас сделали, я думаю, что невозможно. По большому счету, мы должны доказать делами, что мы являемся настоящими потомками вашими, которые должны быть достойны той победы, которую вы нам принесли. Большое вам спасибо и здоровья. Слово предоставляется председателю Якутской городской думы Альберту Никандровичу Семенову. Дорогие наши ветераны, уважаемые участники торжественного мероприятия, сегодня мы отмечаем одну из самых значимых дат в истории нашей страны, 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне. Действительно, очень большое событие, и блокада Ленинграда – это, по сути, большая трагедия, ужасная история. Ну и, конечно же, это откровенное преступление нацистской и фашистской Германии. 900 дней и ночей шла борьба за свободу города Ленинграда. Стоит отметить, что город не только не сдался, но и сражался до последнего. В то же время он трудился, работал, жил. И ленинградцы сейчас являются для всех нас символом стойкости, мужества и отваги. И, конечно же, город выстоял, победил. И сейчас мы говорим о том, что мы перед всеми героями Ленинграда, перед всеми героями Великой Отечественной войны находимся в неоплатном долгу. И сейчас, когда фашистская нищесть опять поднимает свою голову, наша задача, чтобы мы все вместе противостояли этому, чтобы не дали переписать нашу историю. И вот буквально вчера я встречался с нашими бойцами, которые находятся на передовой, приехали кто в отпуск, кто после госпиталя. И мы как раз обсуждали вопрос Великой Отечественной войны, и все как один наши бойцы заявили о том, что они будут биться за свободу и независимость нашей страны, как в те годы бились наши деды. И вот сейчас вот я вижу, что очень много молодежи сегодня здесь, и хочется особенно молодежи сказать, что необходимо нам стремиться не только к блогерству, там, криптовалютчикам и так далее. Надо думать о родине, быть патриотами своей страны. И очень хорошо, что сейчас у нас очень много движений, и мы не должны дать перемыть мозги нашей молодежи.
И наша задача сейчас, чтобы мы, конечно же, помогали нашим ветеранам и всем бойцам, которые защищают нашу страну и интересы нашего государства. Вечная память всем героям, которые, не щадя себя, не щадя своих жизней, отстояли свободу и независимость нашей страны. С праздником, дорогие друзья! Слово предоставляется руководителю общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия Вильяму Ачировичу Иванову. Добрый день всем. Вот такие мероприятия, посвященные 80-летию полного освобождения города Ленинграда от блокады, сегодня на территории нашей республики проходят во многих местах. Мероприятия, посвященные этому событию, еще раз возвращают нас к истории нашего государства на примере вот этого города. Из учебников, я обращаюсь к молодежи, вы знаете, что когда противник хочет что-то захватить, он в первую очередь, конечно, захватывает штурмом крепости, берет города, но всех удивляет то, что город Ленинград не был крепостью военной фортификации, а был обычным, нормальным, гражданским, историческим, культурным городом. Его и сегодня называют культурным центром нашей Родины. И вот эти 900 дней были примером для всего мирового сообщества, что дух советского человека, российского народа не побежден был и в то время, и сегодня. Вот у нас сегодня здесь присутствуют те дети, которые спасены своим народом. Когда были тяжелые времена, ленинградцы в первую очередь думали не о себе, а о своих детях, о своих потомках, о своем будущем. И действительно это так. Сегодня не только в Якутии, во всей России находятся и даже за рубежом находятся дети, которые прочувствовали на себе и после войны, а особенно в годы блокады, тяжесть этого времени. И я думаю, что то мероприятие, которое сегодня проходит, должно быть для вас большим уроком сплоченности и единства сегодня российского народа всех национальностей. Ну, в Якутии сегодня проживает 13 блокадников, в том числе 14-я, она проживает в селе Хандыга, но у ней имеется медаль за оборону Ленинграда, и вот скоро ей должно исполниться 103 года. Это человек, который имеет вот эту боевую награду, ленточку, которую вы сегодня все носите на груди. Город Ленинград и судьбы якутян всегда плотно связаны исторически. Вот вчера в историческом зале Национальной библиотеки имени Пушкина, где вы, наверное, молодые люди бываете, прошла презентация книги «Театр Якутия Ленинград». Казалось бы, ну несовместимые понятия. Театры далекой Якутии и блокадный Ленинград. Но связь есть, историческая, даже кровная, потому что перед самой войной 34 молодых жителей Якутии, талантливые ребята, юноши, девушки, были направлены туда республикой для получения вот этого образования театрального. Но не получилось, потому что началась война. Эти ребята не сбежали с этого города. Рядом не было, наверное, Казахстана тогда. А они участвовали в защите этого города на трудовом фронте, в воинских подразделениях. И в память о них вот эта книга создана родственниками, внуками этих молодых ребят, которые нашли там свою историческую, как говорится, родину. Ну и завтра в маленьком селе Тамтор Мегано-Кадгаласского района пройдет тоже презентация документального фильма, который создали по инициативе Совета ветеранов района с участием специалистов наших кинематографических организаций. Документальный фильм о Ленинградке. Тут уже получается, что эта прекрасная женщина пережила блокаду, затем получила образование
и по направлению оказалась у нас здесь. Перед ней Министерство образования показали карту и говорят: вот твоя вторая родина, куда пойдешь работать. И она, по незнанию, конечно, выбрала Верхоянск. Всю жизнь там проработала, нашла свое семейное счастье и вместе с мужем вернулась на его родину, вот этот маленький поселок, и всю жизнь проработала учительницей. Вот такая историческая, человеческая связь между Якутией, и примеров можно с этим городом приводить много. Но я хочу обратиться вот к молодым людям, полный зал, да? Был трагический случай, я считаю, но это мое субъективное мнение, когда в 2017 году в городе Уренгое учился мальчик вашего возраста, Десиченко Николай, которого почему-то отправили выступить на парламенте Германии, в Бундестаге. Это была очень нехорошо подготовленная работа. Но это касается взрослых тоже, в сфере патриотического воспитания. И он там выступил, сенсационно для некоторых, в кавычках, и пожалел тех фашистов, которые захоронены на нашей земле, особенно по итогам Сталинградской битвы. Его так научили. А мы пытаемся научить вас любить свою родину и не жалеть врагов. Неужели этот мальчишке не показали те концлагеря, где сжигали живьем не только взрослых, но и детей? Те огромные кучи, огромные детской обуви, которые остались от погибших детей. И я думаю, что сегодня вы, находясь здесь, молодые люди, школьники, должны понимать, что если вы любите Родину, что если вас воспитывают как патриотов, вы не должны проявлять слабость в определенные моменты и жалеть своих врагов, которые не жалеют вас, ваших отцов. Вот сегодня уже сказали, что была встреча с участниками специальной военной операции. Там не праздничное дело, там тяжелый солдатский ратный труд. Сегодня вот это словосочетание «груз 200», «груз 300» уже никого не удивляет, тем более вас. А это же трагедия. И кто в итоге своей деятельности доводит до груза 200, должен сам это имя получить. Чтобы потом другие знали, что еще в начале государственности России один великий государь и полководец сказал: кто в Россию придет с мечом, дальше знаете, нет эту цитату. Ну вот правильно, тот от меча и погибнет. Поэтому вот так вот воспринимайте все эти события. Желаю всем здоровья, хорошего. Ну, сегодня для вас праздник. Вот таких 80 лет это дата. Я вот буквально позавчера был в гостях у Эльбы Давыдовны. Она спокойно печет пирожки с ягодами, делает котлеты. Это в ее возрасте. То есть ленинградский дух у ней в крови сохранился. Я думаю, что еще до 100 лет она спокойно с этими котлетами будет разбираться. Спасибо за внимание. Желаю всем понимания, патриотизма. Слово предоставляется жителю блокадного Ленинграда, ветерану труда Антонине Александровне Припузовой. Прежде всего, я хочу поздравить всех присутствующих с 80-летием полного прорыва блокадного кольца города Ленинграда. Прошло 80 лет, но сколько бы лет ни прошло, все равно воспоминания о тех страшных блокадных днях живут в сердцах у всех блокадников. И очень тяжело это все вспоминать.
в эти блокадные дни. Ну, я расскажу немного о себе. Когда началась Отечественная война, мне было всего 2,5 месяца. Нас в семье было 5 детей, самой старшей моей сестре было 12 лет. Когда фашисты начали отчаянно бомбить город, нам пришлось оставить дом и уйти в лес. В лесу мы прожили, вот не знаю, сколько мы там месяцев прожили, но потом уже невозможно было там жить, и мы перебрались в пустующий дом в деревне. Около деревни, этот дом был около железной дороги. По железной дороге постоянно шли поезда, то туда, то обратно, и фашисты кидали, бомбили, в общем, эти поезда тоже. В феврале 1942 года нас погрузили в товарные вагоны и повезли в неизвестность. Никто не объяснял людям, куда везут, и нас увезли на пустынный берег, река Яна. Там мы прожили, в общем, 5 лет. Живы мы остались только благодаря рыбе. Рыбы было очень много, поэтому не голодали. Все питались рыбой. Там зимой был очень климат, очень пурги большие были, и кругом была тундра. Местное население, якуты, нам очень сочувствовали, жалели детей, и кто чем мог, помогал. Я очень благодарю этих людей за помощь. Ну вот, прожили мы там 5 лет, потом мы приехали в город Якутск, но поселили нас в бараке. В Якутске был страшный голод. Хлеб давали по карточкам, и было время, когда в доме даже не было корочки хлеба. Вот так вот. Так, еще что? Но я хочу выразить огромную благодарность администрации города Якутска, от своего имени и от всех блокадников, и также соцзащите за то, что они очень о нас заботятся всегда, поддерживают наш дух. Ну, в настоящее время у меня, значит, 3 внуков, 3 правнуков. Недавно, 28 октября, родился еще один правнук 3. В общем, я также благодарна Владимиру Владимировичу Путину за то, что он каждый год отправляет нам поздравления с победой. И в этом году тоже вот в связи с 80-летием